Тем временем, при формировании проекта регионального бюджета до 2020 года приоритетной задачей по-прежнему остается снижение госдолга и расходов на его обслуживание. Об этом сегодня заявил Минфин на слушаниях в парламенте Коми. Реализация программы оздоровления финансов началась, однако она имеет отсроченный эффект. Послабление ожидается уже в 2019-м. Профицит тогда составит около 3 миллиардов рублей в год, что и позволит сократить госдолг. При этом структура расходов в разрезе государственных программ сохранит социальную направленность. На капитальное строительство на все 3 года предусмотрено более 4 миллиардов. Это без учета федеральных вливаний на школы в Часово и Дутово. Продолжится реализация 8 приоритетных проектов по здравоохранению, образованию, ЖКХ, городская среда, поддержка малого и среднего бизнеса. В расходной части предусмотрено повышение оплаты труда бюджетникам. Мы предусмотрели повышение оплаты труда в соответствии с майскими указами президента, которые нам необходимо будет реализовывать. И также предусмотрели повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, которые не подпадали под майские указы с 1 января 2018 года на 4%, но в 2019 и 2020 году с 1 октября. Вот. В целом на заработную плату, на вот этот прирост по 2017 году, то, что вот мы увеличивали оплату труда, и то, что у нас повышение в целом у нас потянуло, это 2,3 миллиарда рублей плюсом расходы на 2018 год чисто оплата труда. Еще одной важной частью бюджета останется поддержка муниципалитетов и вовлеченность граждан в народный бюджет. Инструмент признан эффективным. В этом году реализовано 144 малых проекта.